У эфире программа «Объективно», у якой мы фокусируем объектив нашей телекамеры на актуальной проблеме, что находится на контроле уладу, спробуем объективно у ёй разобраться. Значную частку штодзённага рацыёну беларусаў здаўна займае малочная прадукцыя. Многія традыцыйныя нацыянальныя стравы гатуюцца менавіта з малака або прадуктаў, атрыманых з яго. Яшчэ з дзесятак год таму практычна ў кожнай сельскай сям'і было сваё малако, тварог, масла і нават хатні сыр. Сёння ж вытворчасць гэтай прадукцыі вядзецца пераважна ў прамысловым маштабе. Куды цякуць малочныя рэкі на Віцебшчыне? Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Беларусь у ліку сусветных лідараў па экспарту малочнай прадукцыі на знешнія рынкі. Па сметанковаму маслу і сухой сыроватцы наша краіна займае 3-й радок сусветнага рэйтынгу. Па сырах 4-й, сухому абястлушчанаму малаку 5-й. У Віцебскай вобласці летась атрымалі 784 тысячы тонн малака. Гэта значыць у сярэднім штодзень больш за 2000 тонн. Зімой гэты паказчык крыху меншы. Аснова добрых надояў – збалансаваныя кормы. В прошлом году у нас удалось заготовить практически 4 миллиона тонн грубых кормов. Это очень хороший задел, поэтому грубыми кормами наше животноводство обеспечено в полном объеме. Следовательно, мы крупнорогатый скот обеспечиваем хорошо, следовательно, есть сегодня кого доить, есть сегодня чем накормить скот. Хотела бы отметить, что продукции было намного больше, но так как в прошлом году, вы знаете, достаточно сложные были климатические условия во время созревания травянистых кормов, то есть практически больше 50 дней длилась засуха летом, соответственно, очень сильно пострадали наши южные районы, это Докшицкий, Толочинский, Аршанский. Недобор достаточно серьезный по зерну, поэтому не так просто с концентратами. Их в полном объеме не хватает, поэтому, конечно, есть какие-то резервы, которые сегодня мы не можем реализовать в связи с тем, что кормов не хватает. У філіяле сельскагаспадарчай вытворчасці «Мазалава-газ» унітарнага прадпрыемства «Віцебскаблгаз» штодзень здаюць да 26 тонн малака вышэйшай якасці. Кормамі гаспадарка забяспечвае сябе сама. С этого года мы себя обеспечили 100% высококачественными кормами. Заготовили хорошее плющенное зерно, заготовили хорошее силос, сенаж. Тем самым мы уменьшили дачу концентратов на 5%. И тем самым удешевили себестоимость производимой продукции. Рентабельность молока составляет 40%. Мы и стремимся сделать выше, выше и выше. То есть уже в этом году строим дополнительный бычник, и как бы мы хотим на 600 голов увеличить поголовье, плюс к этому ко всему. Вытворчасць збалансаваных кормоў – гэта цэлая навука. Спецыяльная лабараторыя вядзе кантроль іх якасці на кожным этапе. Контроль качества осуществляется в 3 этапа. Первый этап – это исследование сырья при закладке травяных кормов, силоса, сена, сенажа. Второй этап – это исследование готовой продукции. При производстве комбикормов мы исследуем зерновую группу кормов. И третий этап – мы исследуем кормосмеси. Зоотехнический анализ основной задачей включает в себя исследование питательных веществ, их количество и качество. Якаснае малако – гэта не толькі кормы. Важна весці прадуманую селекцыйную работу. Сейчас мы находимся в цеху доращивания телочек. Это наше племядро. Здесь мы выращиваем наших племенных телок. Здесь мы их покрываем. В возрасте 13 месяцев вес 380-400 килограмм. Проверяем их на стельность и переводим, если стельно, переводим в цех сухостоя. В цехе сухостоя находится до самых родов. За месяц мы предродовое отделение их переводим, а потом за неделю переводим в родильное отделение. У нас вся селекционная работа ведется на улучшение породы. Это значит, мы должны добиться продуктивных качеств молока, высоких удоев, жир и также белок в молоке. Сучасная малочна-таварная ферма – гэта зараз зусім не тое, што мы мелі яшчэ 5-10 гадоў таму. Цяпер гэта сучасная вытворчасць з мінімум цяжкай ручной працы, якую ўзялі на сябе роботы. Высоких удоев мы достигли благодаря тому, что у нас максимально механизированные процессы доения, кормления, человеческий фактор минимальный. Кормление дифференцировано, кормовой робот делит на 4 группы. Засыпается все корма тоже строго по граммам, особенно на добавки, которые в нашем случае необходимы для того, чтобы поддержать удой и, соответственно, продлить лактацию у животных.
Прыкладна 6% ад агульнага аб'ёму малака ў вобласці закупляецца ў насельніцтва. Гэта лічба пастаянна змяншаецца. Усё менш жывёлы налічваецца ў прыватных падвор'ях. Да і па якасці такое малако саступае атрыманаму на буйных молочно-товарных фермах. Эта работа не прекращается ни зимой, ни летом. На сегодняшний день около 70 тысяч тонн закупается молока у населения. Это достаточно хороший результат. Значит, все желающие могут обращаться на молокоперерабатывающее предприятие, и молокозаводы с удовольствием молоко это забирают. Хотя хочу сказать, что от населения молоко, конечно, качеством похуже, так как у населения нет возможности его быстро охладить. Оно более микробно обсемененное, поэтому переработчикам приходится его очень сильно дорабатывать, чтобы получить от него качественную продукцию для реализации. Шэраг вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі і перапрацоўшчыкаў у 2016-17 годах аб'ядналіся ў інтэграцыйныя структуры. У вобласці на сённяшні дзень іх створаны 4 на базе Віцебскага мясакамбіната, Глыбоцкага камбікормавага завода, Полацкага і Аршанскага камбінатаў хлебапрадуктаў з далучэннем да іх амаль 4 десяткаў іншых прадпрыемстваў. Основная цель была это связать переработку непосредственно с производителем. Это на сегодняшний день удалось, так как уже рассчитывается в интеграционных прибыль по конечному результату, то есть то, что сегодня интеграционная структура реализовала в магазинах или же продала на экспорт. Ну, конечно, очень сложно становление пройти этап, так как в сельхозорганизациях изношенная техника, изношенная материальная база, поэтому требуется дополнительно приобретать очень много техники, чтобы качественно обработать землю, для того, чтобы получить хороший урожай и в дальнейшем развивать животноводство. Поэтому на сегодняшний день идет активное становление интеграционных структур. Они сегодня у нас активно развивают производство, значит, закуплено очень много техники широкозахватной, которая сегодня интенсивно обрабатывает почву для того, чтобы получить хорошие результаты. Идет активно в интеграционных структурах ремонт пустующих помещений для того, чтобы туда поставить скот. Идет активно реконструкция имеющихся животноводческих помещений, практически так как там большой процент изношенности. Ну и, конечно же, интеграционные структуры активно ведут строительство новых объектов для того, чтобы сегодня уменьшить себестоимость получаемой продукции, чтобы получить дополнительную прибыль, для того, чтобы развивать дальше производство. Поэтому за интеграционными структурами это наше будущее в области. Конечно, не так все просто, как бы хотелось, но я думаю, что мы приложим максимум усилий, чтобы интеграционные структуры показали себя в ближайшее время только с положительной стороны. У Віцебскай вобласці праведзена маштабная мадэрнізацыя малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў. В прошлые годы мы очень хорошо поработали с переработкой. Она была полностью обновлена, то есть установлено новое оборудование по производству сыров, по производству другой продукции. Поэтому планировали примерно, что переработка наша должна стабильно перерабатывать в год около 1 миллиона тонн. Но хочу сказать, что сегодня загрузка ее составляет примерно 60%. Ну, в летнее время практически мы ее на 100% загружаем, переработку. Ну и, соответственно, вот эти зимние месяцы, они не дают той отдачи, которую могла переработка получать. Это и в денежном эквиваленте, и по прибыли. Поэтому, конечно, зимой сложновато с поставкой продукции и загрузкой переработки. Акцыянернае таварыства Верхнядзвінскі масла-сырзавод – сучаснае прадпрыемства, на якім у суткі перапрацоўваецца да 240 тонн малака. Атрымліваюць з яго сыры і сыроватку. Прадукцыя запатрабаваная. По сыру основной рынок сбыта – это, конечно, у нас Российская Федерация. На экспорт поставляется на сегодняшний день около 80% выпускаемой продукции. Вот. По сухой сыворотке география поставок весьма обширна. Это и Польша, и Литва, и Китайская Народная Республика. Вот. Ну, в рамках диверсификации рынка рассматриваем, конечно, мы и поставки в другие регионы. На сегодняшний день это живой контракт по Республике Сербия, по поставкам масла прорабатывается вопрос. Ну и также Республика Ливан у нас в разработке. Мы отгружаем продукцию на Польшу, на Литву,
Как бы внутренний рынок у нас очень как бы тоже востребована сыворотка. Качество у нас соответствует и физико-химические показатели, и микробиологические. Производственная лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием для своего строгого контроля. На входном контроле мы используем на сегодняшний день все имеющиеся в Республике Беларусь тесты по определению остаточных количеств антибиотиков и ветеринарных препаратов. И в этом году планируется еще модернизация нашей лаборатории, планируется закупка новейшего оборудования типа Милкоскан, который позволит одновременно осуществлять несколько показателей физико-химических. Это сократит и время, и точность определения физико-химических показателей в сырье. Для экономичной эффективности вытворчасці важно проводить своечасовые разлики за сыровину и поставляемую продукцию. С поставщиками сырья мы со своей стороны как бы стараемся придерживаться графиков. У нас задолженностей таких нету, потому что на сегодняшний день сырье – это весьма стратегический продукт. Не рассчитаешься вовремя, тебе никто ничего не продаст. Вот. Ну, а по работе, по экспорту мы работаем, конечно, в порядке предоплаты. В основном все отгрузки делаются, поэтому здесь задолженности никакой у нас нету, и критической тем более нету. Вот. По внутреннему рынку, конечно, работаем с сетями. Отсрочки достигают до 60 календарных дней, но сети рассчитываются своевременно. Наогул белорусскую молочную продукцию ведают у многих краинах свету, и география поставок постоянно поширается. Практически ежегодно география реализации продукции увеличивается. На сегодняшний день у нас идет это 32 государства, которые покупают нашу продукцию с удовольствием. Значит, за прошлый год добавились такие страны, как Финляндия, Румыния, те, которые ближлежащие. Также добавились страны, которые на далеком расстоянии. Это Китай, это Каир. Это сегодня Саудовская Аравия, это Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. География постоянно расширяется, так как наша продукция качественная, экологически безопасная, и страны ее с удовольствием покупают. С этим проблемы нет сегодня. Только сделай, а продать мы всегда ее можем. Зараз у краіне вядзецца распрацоўка дакумента, які ў многім вызначыць далейшае развіццё галіны па вытворчасці молока и мяса. В республике сегодня на выходе программный документ «Стратегия развития молокоперерабатывающей отрасли». Соответственно, Витебская область как элемент этой стратегии. Суть стратегии, чтобы все понимали, к чему это сводится, создать крупных игроков прежде всего на внешнем рынке. Достаточно сказать, что на мировом рынке сегодня работают компании, которые перерабатывают 10, 15, 18, 20 миллионов тонн молока. Ну, переложите нагрузку на наше предприятие. Это и не близко. Поэтому, чтобы конкурировать, чтобы снизить максимально затратную часть, чтобы создать эффективные условия производства и выйти на внешние рынки, нам нужны такие организации. Мы также отрабатываем сегодня схему в плане развития южного региона и северного региона, потому что область все-таки большая, вытянутая, более 300 километров расстояния. Сырье возить это достаточно логистически будет тоже неправильно, поэтому мы видим развитие, создание нескольких крупных структур, которые будут заниматься именно переработкой молока и производством мясомолочной продукции. Буквально в ближайшее время мы уже этот документ можем и обнародовать. Тэму вытворчасці і перапрацоўкі малака мы працягнем у адной з нашых наступных перадач. Гаворка пойдзе пра ўзвядзенне сучасных жывёлагадоўчых аб'ектаў. На сайце тэлерадыёкампаніі Віцебск vtv.by змешчана традыцыйнае пытанне па тэме праграмы. На гэты раз яно гучыць так. Ці задаволены вы якасцю і асартыментам малочнай прадукцыі, вырабленай у Віцебскай вобласці? Заходзьце на сайт і галасуйце. Прапановы па тэме перадачы можна даслаць на наш электронны адрас
Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя.